Маждала, Сахам Сарнокас. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла. И вы на канале Как-то так у Лейлы. Смотрите, как поет эта птичка красиво. Какая прелесть. Так, девочки, скоро и этого заборчика не будет. Скоро будет все красиво, я надеюсь. Ну как, скоро, не скоро, но дал эндали будет, если даст Всевышний. Уберем, вернее, этот заборчик. У нас потихонечку, правда, идет работа. Хотелось бы, конечно, мне, чтобы это было все и сразу, как я говорю в том ролике тоже, но такого не бывает. Мальчики на работе, отрывать их с работы тоже уже не хочу. Немножко на них обижаюсь, скажу честно. Обижаюсь, срываюсь. Правда, я сейчас их не ругаю, раньше ругала, а сейчас как-то в себе это все оставляю. А потом, вы знаете, когда первое время обижаюсь на них, а потом, когда сажусь и рассуждаю, передумываю все и прихожу к тому мнению, что в принципе они были правы, да? Конечно, я это не признаю, не говорю им, что я с ними согласна. Дело в том, что буквально недавно некоторые мои девчонки об этом знают. Я продала всю свою птичку, которую покупала. А как мои девочки и мальчики говорят, если я начинаю покупать птичку, то меня несет, я не могу остановиться. Нет, чтобы там 20, 30, 40, нет, мне надо 100 и 200 и 300. И набрала их очень много. Птичка была прекрасная, хорошая. Хорошо я их вырастила до месяца, до 2 недель, до 3 недель. Разные возраста. Потихонечку пришлось продать. Потому что, скажу почему. Нужно было мне огородить. Ну, он мне тут скосил, но мне надо будет тяпкой пройтись, видите. Дело в том, что да, когда они у меня в брудерах, все нормально. Но уже когда мне их надо выпускать, я их просто так выпустить не могу. Дело в том, что кошек во дворе много. Сороки, вороны, все это, да. Нужны были клетки. Покупать готовые клетки, скажу честно, да, у нас их сейчас очень много, продают хорошие, красивые, но я просто... Дело в том, что мои мальчики все это умеют делать сами, вернее, не мальчики, а один сын. Если бы мальчики, то 2 бы я заставила, но тот строитель мой умеет все, машалла, на все руки мастер. И я знаю, что за такую сетку, которую сделана, ну, в виде переносная такая клетка, да, ну, в 2 раза дороже, чем ее можно сделать дома. И поэтому мне не хочется переплачивать за нее, а у него нет времени это делать. Сами знаете, стройка – это тяжелая работа. Уставший после работы, он, конечно, мне это не сделает. И мне немножко тоже стало неловко уже после того, как я немножко поскандальничала. Ну, не поскандальничала, а претензии свои предъявила, что он мне этого не делает. На данный момент, как он говорит, мам, давай выгоднее, чтобы я поработал, а не чтобы там оставался дома, делал клетки, делал заборы. Ну, давай ограничимся небольшим количеством цыплят, пока тебе как-то есть возможность, где их. Ну, я разозлилась на это и продала буквально всех. Можете себе поверить, продала даже кур, которые мне не мешали. Вот что продала кур, очень жалею, конечно. Но то есть, что сделано, что сделано. Да, я немножко, даже не немножко, а множко обидчивая. Вот такие вот дела, друзья. Но он потихонечку, он мне курятник достроил. Сейчас покажу вам. Тут еще у нас бардак, конечно. Ну, я вот начала, буду вам рассказывать. Сегодня будет такой, наверное, ролик. Немножко разговорный, без готовки, без ничего. Так, вот видите, тут идет вот строительный процесс. Вчера он чуть-чуть залил вот тут. Вот здесь будет стена должна быть. И будет еще один типа, ну, скорее всего, даже не курятник, а у меня будет здесь брудерная. Потому что у меня до сих пор, я их в котельне держала, а котельня нам бывает нужна всегда. Там и раковина, и все такое. Короче говоря, вот здесь вот будет еще один вот такой вот курятник. И смотрите, какого мне курятник построил. По-моему, я вам не показывала. Вот. Солнце светит, я не вижу ничего. Как только вижу ромашки, вот эти вот листочки, я давала своей птичке. Сразу думаю, сейчас сорву и дам. А птичек-то нет. Хотя совсем нет, у меня тоже не бывает. У меня лежали в инкубаторе 8 яиц, и вчера мне вывели 6 цыпляток, так что этих 6 в этом году выращу, наверное. Да, еще не
А вечер, как говорится, купить можно в любое время. Цыплят в любого возраста. Вот сейчас все это доделается. И, может быть, куплю под осень уже подрощенных. Ничего. Я с ним согласилась. Конечно, как я говорю, первое время мне было очень обидно. Мне было больно. Почему он не делает так, как я хочу, так, как я говорю. А потом поняла, он прав. Так, ну тут еще нужно работать. Ну, как работать? Как его? Залить. Нужно бетоном это. И, ну, не знаю, может быть, буду штукатурить, может быть, просто, в принципе, не нужно штукатурить, просто буду белить его, наверное, скорее всего. Это туда окно в кладовую. Вот такие дела. Может быть, я еще подумаю, но нет, не надо буду из этой кладовой что-то делать. Так, вот такие вот дела. Тут у нас овцы под тенью отдыхают. Одна коза, мне надо и козла купить. Вот они. Одного барашка мы потеряли. Оказывается, ветврача спросили. Оказывается, это когда после дождя, как он объяснил, выпущенные голодные овцы, они, если они были очень голодные, и после дождя трава сырая, мокрая, она же срывается с корнем, что они вместе с корнем поели эту траву, ну и типа отравление получилось. Не получилось у нас ее выходить, хотя и кололи, и поили, но одного барашечка, ну маленького, 4 месяца, по-моему, мы потеряли. Алхамдулилlah, ничего. Пусть будет за нас, лишь бы с человеком ничего не случилось. Так, пионы пахнут изумительно. Конечно, девочки, хотелось бы, да, чтобы было красиво, но ничего. Я отдыхаю даже в этом своем палисаднике с маленьким количеством цветов. Скоро зацветет эта розочка. Да, я опрыскивала их. И, как видите, все это сдохло. Ничего живого не осталось. Это такая роза нежно-розового цвета. Они хоть здесь и торчат, но они уже вот не живые. Они подохли. Я сейчас не могу вспомнить название, чего мне давали. Да, они не живые. Кто-то меня спрашивал, чем вы прыскаете. Хотя там не было написано, что это для роз, но это было написано, что для таких, для овощей и для деревьев. Но без разницы, оказывается. Вот так вот. Вот тут площадка пустая, тоже что-то надо посадить. Но нет, вы знаете, девочки, эти две розы все-таки прижились, но две пока еще ничего не пустили. Не знаю, посмотрим, что будет. Что-то у меня с розами никогда не клеится. Никогда. Вот сколько здесь живу, у меня было 2 розы. Они вроде бы года 2 так нормально жили, но потом уже все. Пионки, конечно, хорошо пахнут. Так, срубил мне дивер тут деревья, которые были не нужны. И нужно вот это вот тоже еще. И калину эту убрать нужно, она высохла. Виноваты это наши овцы. Они вот поели ихние вот эти вот, как ее, вот не вспомню, кожу. Кожу, да, поели. И, короче говоря, заболела эта калина. И черешня высохла. Это тоже нужно будет убирать. Там вот эти вот 2 поросля вишни, даже не вишни, а была алыча. Она нам не нужна, алычи у нас много. Так, лучше замолчать, да, и послушать птичку. Какая красота, да? Но у меня нет времени. И поговорить с вами хочется. Так, побежали. Сейчас пойдем во двор. Так, везде, как видите, бардака навалом, но это все строительное. Это все должно потихонечку делаться. Так, купили желтый песок, купили щебень. Тут я сегодня тоже занималась, посадила вот такой вот можжевельник. Посмотрим, что с него будет. Но тут в основном бывает тень, поэтому я его посадила сюда. И сегодня немножко пропалю здесь. У меня есть сегодня заказ, но у меня есть чуть-чуть время. Так, посадила жасмин сюда. Я тут занималась, не надо прополоть здесь все. Так, удобрением вчера так и не получилось мне пройтись по цветам.
Но и сегодня уже жарко, я не буду вечером. Вечером сразу пролью и через час еще раз по кружечке удобрением пройдусь. Так, машалла, ну вроде бы вот идут розочки, идут. Будем надеяться, что хоть немножко у меня их будет. Так, что дальше? Идем дальше. Так, это дело тоже. Тут тоже посадила жасмин. Но это уже несколько дней, как я посадила. Машалла, вот эту розочку я заказывала на Валбересе. Посмотрим, что будет. Вроде бы. Тьфу-тьфу-тьфу. Хотя и говорят, нельзя плеваться, да? Ну ничего. Так, здесь у меня юбка. Тоже уже я вижу зеленые листочки идут. Но тут тоже работы много, друзья. Просто это все такой вариант. Тут тоже. Тут только немножечко щебня вот этого вот. Буквально немножко. Остальное все равно земля. Вот мы этот щебень уберем. И раз нам все-таки наконец-то привезли чернозем, все там будет сделано. Но, как я сказала, это будет происходить не быстро. Потому что я сама, во-первых, сами знаете, у меня и нет сил это все носить, туда-сюда делать. Это все будут делать мои мальчики, но они пока работают. Вот если вдруг там закончится работа, между тем, что на работу новую вышли или какой-то выходной сделают, не буду их утруждать, не буду их докучать. Я вот действительно села, продумала, и они правы. Расцвела у меня еще вон та розочка. Сейчас покажу поближе, немножко выйдем. Нужно мне вон колючки убрать. Жара. Со вчерашнего дня у нас, конечно, жара, друзья. Очень жарко. Вот так вот. Видишь, пустое. Я выхожу, вижу вот это вот пустое, и мне очень хочется, чтобы и теленок там был, и курочки там были, и уточки там были, чтобы бегали. Ну ничего, я просто привыкла к этому хозяйству. Да, очень сложно привыкать без них. Хотя потом точно понимаю, что да, пока не надо было. Все, пойдемте посмотрим. Сейчас лаванда у меня уже зацветает, почти зацветает. Она очень тоже пахнет хорошо. И вроде бы вот сажала эти два куста одинаково. Они были одного размера. Этот почему-то вот так вот пышно разросся. Я даже не вижу, что снимаю. Слишком солнышко светит. Вот такой вот прекрасный куст. А этот почему-то вот такой у меня остался маленький. Не знаю. Все, видите, как розочки расцвели. Вот. Немножко приболела эта роза у меня в этом году. Но я их подкормила. Розу подкормила и гортензию. Гортензия тоже чуть-чуть приболела. Но я их тоже немножко сделала подкормку. Чуть-чуть позже еще сделаю. А это дикий виноград. Вот так вот. Тоже он у нас рос в том дворе, где мы жили раньше. Мы оттуда привезли буквально 2-3 веточки. Он прекрасно прижился. И вот так вот закрывают то, что нужно закрыть. Вот так вот. Ну вот от этой травы, конечно, я не знаю, что это вы мне как писали много раз, что это, но я уже не запоминаю. От нее вот никак не избавишься. Надо будет... Сейчас буду пропалывать. У меня заказ на 3 часа дня. Сейчас только 9 час. Танзилу повезли, чтобы убрать швы у нее. На бедре швы. Так вроде бы немного ей лучше, но стоит нога отекшая, очень отекает, особенно к вечеру отекает. Она, да я сама, правда, не говорю, что я переживаю, она сама переживает, что из-за этого. Но вроде бы она все время консультируется, все время на связи с врачами и с нашим ортопедом, и с ортопедом, который ей делал операцию. Ну, во многих случаях, говорит, бывает. Во-первых, у нее очень много сопутствующих диагнозов, у нее еще проблемы с этой костной системой, и, скорее всего, из-за этого. И назначили ей невропатолога. Нужно будет к невропатологу ее сводить, нужно будет ее, тоже сказали, прокапывать. Ну, посмотрим. Так, и видите, пионы, которые растут вот здесь, вот они и в прошлом году у меня не цвели, и в этом году буквально вот 2-3 цветочка. Но где-то в августе, говорят, нужно пересаживать. В прошлом году надо было и рано весной, но у меня не получалось. Как-то я даже не знала, куда, что их посадить. Ну, в августе, говорят, пионы нужно пересаживать. Я их пересажу. Их уже будет очень много. Может быть, даже кому-то и дам, потому что столько много пионов не надо. Там в палисаднике нужное количество пионов у меня есть. Может быть, туда еще посажу 1-2 куста. И сюда ближе высажу, поближе, куста 2-3, не больше.
А их же можно делить, их слишком много, отсюда нужно убирать. Все, поговорила с вами, да, я надеюсь, у вас, друзья, все хорошо, все нормально. Так, и вот это тоже, ну, не успела, мне сказали, в этом году тоже нужно после цветения его пересадить, но не успела, скорее всего, пересажу осенью. Это магнолия, и она здесь тоже не нужна, здесь ей тоже тень. Ну, тут буквально бывает где-то до 12 часов, наверное, или до часу солнышко, а потом уже все, тень. Поэтому магнолию тоже пересажу. И, скорее всего, туда, где вот насыпан чернозем, будет у меня расти эта магнолия. У меня их было 2. И что-то надо будет сегодня показать нашим девочкам в садоводческой такой группе, почему желтые листики здесь. Ну-ка, сейчас посмотрим, что здесь. Что-то мне... Нет, живности тут никакой нет, но листочки пожелтели. И что это, я не знаю. Надо будет вот в садоводческой группе спросить девочек, что это и чем помочь. Она цвела в этом году, было 5-6 цветочков таких симпатичных, беленьких, правда, не розовых, а беленьких. Видите, пионы. Вот, пионы вообще-то нужно, наверное, есть какая-то сеточка, говорят. Ну, короче, много чего нужно. Но по времени, не очень много у меня времени. Это ромашка. Все. Осенью будем и сюда чернозем перекладывать, как-то делать по-другому. Ну, что будем делать, вы будете видеть. Не буду зарекаться, говорить, что будет. Будет как будет, по мере поступления. Так. Ну вот как посадила, так и сидят. Надо, чтобы им немножко они дали в рост. Машала, по-моему, розочка тоже это немножко пошла в рост. Ну, будем надеяться, что у меня будут розы, хотя бы несколько кустов. Очень люблю розы, и когда захожу к кому-то во двор, вот эти особенно высокие такие розы, обожаю их. Все, девочки, пойдемте. Ну, все, наверное, сегодня дальше, если получится, ну, надеюсь. Но опять-таки с этим разговорным роликом, этот ролик я выпускать не буду. Может быть, так еще что-то сделаю и посмотрим. Что-то надо будет дальше доснять. А то, что рецепт, как бы готовку заказа, скорее всего, хочется снять отдельно. Танзила тоже меня просит: мам, давай снимем его отдельно. Там у меня много разных, ну, немного, по количеству немного, но разнообразное. И в основном куриное. Так что вот как-то так, девочки.